Уходит в вечность неизвестную артист. Другой по новой жизни ход раскрутит. И снова шар земной заполнят люди. В спиралях времени и пространства путь тернист, и в вечности очередной исписан лист. В 60-70-е годы пользовалась большим успехом у слушателей. Это была наша кыргызская Тамара Ханум. Жизнь нашей героини была очень бурная, интересная, было вложено много труда и оставлены богатые воспоминания. Я родилась на Урале, уральская девушка, Челябинской области. Родители у меня был, отец был у меня интеллигент, работал там в Свердловской в обком партии инструктором, партийный он был. Вот. А мама домохозяйка. Нас было много, 4 детей. Самая старшая – это я. Потом папа направили в Ташкент. Вот. Приехали мы в Ташкент, там пожили. Потом, значит, он стал в командировку все время ездить. И захватил малярию. 3 года подряд он у нас болел малярией. И потом уже не могли мы ничем помочь. Сказали, меняйте климат. И переехали мы, тогда во Фрунзе назывался город, переехали во Фрунзе. В 40-е годы семья Валиуллиной переехали жить во Фрунзе, и она ходила учиться в татарско-узбекскую школу номер 12. В школе она очень хорошо танцевала и пела. Ей всегда нравилось быть артисткой, и это увлечение привело ее в филармонию. Комиссии смотрели, одобрили и приняли меня в ансамбль танца филармонии. Но тогда, как сейчас не было такого большого коллектива, нас было человек 18. Я стала танцевать, ездить, мне понравилось очень. В годы войны важнейшей общественно-политической кампанией в Киргизии было сооружение Большого Чуйского канала способом народной стройки. Копали руками, лопатами, и эти вытаскивали оттуда на этих носилках туда. Тяжело, тяжело. А потом нас ребята пожалели. Говорят, у нас были много ребят чехи, они еще родственники, которые Фучка. Помните, они приезжали к нам, вначале киргизяне помогали. На каждом предприятии, в том числе и в театре, работали оборонные кружки. Люди стремились выполнить и выполняли нормативы значков ГТО. И мы же комсомольцы были, и еще каких-то 2 девушек отправили в военкомат. И заставляли нас стрелять, прыгать, гранату бросать. В 1944 году из солистов оркестра, где руководил Петр Федорович Чубин, заболела солистка. И он однажды мне говорит: деточка, вот зайди сюда в кабинет, там пианистка сидела, спой нам что-нибудь, какую-нибудь песню. Я спела. Он говорит: все, будешь у нас в оркестре работать. Потом я уже балет бросила, стала только певицей.
Шла война. Наряду с этим филармония продолжала гастролировать по республике, где их принимали более чем тепло. Еще когда началась война, мы на лошади же ездили, в перевалах. И вот однажды мы должны были перейти Özgün, там на том берегу есть. Решили сократить через эту речку, все верхом. У людей у всех на руках камчи мне тоже дали. Только мы зашли в эту речку, как начали ребята, молодые оркестранты, и я тоже. А очень седло плохо было завязано. Он так скатился и прямо головой об камень. Когда я открыла глаза, с одной стороны Шубин стоял, Петр Федорович, с другой стороны Акын Усенбаев, Алымқұл. И меня сразу в Özgün повезли туда, в больницу. А раньше очень мало было врачей. А врача нет, хирурга. Пока его нашли, посадили мне, сорвали волосы, сбрили, зашили, завязали, и рука у меня опухла, и голова. И опять поехали дальше. Когда я танцевала, они говорят: ты, бедненькая, что она на фронте, что ли, была эта девочка? Однажды с нами поехала Анвар Кутбаева. Поехали в Тянь-Шань. Здесь не так, а в горах холодно, и заблудились, который нас сопровождает, там же Джайло, а где он найдет? Это не колхоз там. И вот пришлось нам переночевать, собирали там кезек, всякие эти делали, чтобы согреться немножечко. Когда утром встали, оказывается, рядом был через маленький Хокту, да? Там были бозы много. Они говорят: а мы переволновали, ждали вас. Конечно, в основном киргизские народные песни пела, Ким Гайтам пела. Мен кайрылып келгиче, сүйгөнүсүз деп ойлоном, мен отсана толгоном, качан бозой келет деп ой, татты уйкумдан ойгоном, ой, татты уйкумдан ойгоном. Нас посылали, когда в командировку с оркестром, Саякбай Каралаев обязательно. Молдобасан, другой раз Молдобасан, Ахсакалова. Все монастыри же они нас рассказывают. Потом Шекербек Шаркулов с нами ездил. Потом Муса Баетов ездил. Муса Баетов такой человечный был, коренастый. Глаза у меня чуть-чуть были зеленоватые, как чекер, говорят киргизы, чекерский, да? И он очень помогал. Когда вот мерзнем, холодно, он говорит, у них костюмы же. В репертуаре Гульчахры Валиуллиной, кроме народной песни, композиторы Абдулас Малдыбаев, Мукаш Абдраев, Калым Молдобасанов, Алтынбек Джаныбеков и другие специально писали песни именно для нее. Бұл Абдулас Малдыбаев жазғаныр. Мында өзінің қолын жазып қойыптыр. Ел сүйген үнің гүлдей берсін. Гүл етіп қойыптыр Абдулас Малдыбаевич. 72 жыл маған берген. Но көпешчі мал композиторлар. Они верили в меня. Она ошын тепешчі мына четке алып қойылы. Мына борды. Бұл Насыр Давлетовичтің сүйгенім деген ара. На память замечательной исполнительницы Гульчахре от автора Давлетов қойыптыр. Қайсы жылы? 59. 59 жыл берген екен. Өрттенсін бозой жағынға. Пускай горю в огне твоей любви, что ли, не знаю, как называется в переводе. Мне нравилось, когда они мне дарили такие песни.
Аққарлы сайранда паралап келе бардасың, меймандос қырғыз елеймин, ованына құрбым тыңдасын. Вот слова забыла. Это абдраевские песни, тоже посвященные солдатам нашим. Ей аплодировали не только наши соотечественники, но и весь Советский Союз. Она своим нежным голосом покорила слушателей многих стран. С 1960 года она начала гастролировать вместе с оркестром имени Карамолдо Розовым не менее по 6 месяцев ежегодно. По несколько раз побывала в каждой из столицах бывших советских республик и в больших городах. Нет ни одного крупного театра или концертной площадки в бывшем СССР, где бы она не выступала. Джума Ахматов всегда оркестровал. Он быстро делал. Пока мы едем в вагоне, ездили мы с 2 вагонами арендованными. В основном, конечно, пела киргизские вначале. А когда уже за республику стала, выезжать стали, тогда я песни народов пела. Я и киргизская, и узбекская, и таджикская, украинская. Я в какую-то республику приезжали, на гастролях старалась такой их песню петь. Вот эта песня. Самалбалар толғандырған, айдын шалқар көлбетін, сәулім мені ойландырған, сенің жарқын келбетің. Конечно, сейчас голос, я сижу так не то. Улица ты, улица зелененькая, травушка, муравушка зелененькая, знать уж мне по улице не хоживати, травушку, муравушку не топтывати. Вот. Татарской песни я не знала. Минджей Кумбаева, она у нас пела татарской песни. И вот я пошла к ней. Она говорит, не дам. Я говорю, ну Джей, я же еду в Татарстан, должна хоть одну песню спеть. Вот пой, один раз больше не пой. Я говорю, хорошо. Мне оркестровали эту песню. Она тоже со странностями была. Вот Айсула Такумбаева, это мама. Она была с концертами от Бреста до Сахалина, с запада на восток, от Карельской Синдипоги на границе с Финляндией до Кушки, самой южной точки границы с Афганистаном. И вот я помню, когда в Молдавии мы были, только подъезжаем из одного района в другой, у них очень много было героев соцтруда. Они же все занимались винодельством, выращивали виноград. Вот они с флагами, фруктами, вино. С одного района в другой, когда шли, они нас встречали. А потом в одном месте, мы когда выступали,
очень хорошо по-киргизски говорят. Гагаузы там, оказывается, в основном жили. У них очень был красивый парторг. И вот он, значит, они ставили большую бочку, все разукрашенную зеленью, цветами. И вот когда после уже у них они банкет нам делали, когда выходит, он говорит, или девочки выпивают вино, когда перед выходом, или пускай мне в щечку целует. Вот, конечно, кто хотел, видимо, попробовать, щечку не целую, вино выпили, им немножко было дурно в машине, когда мы ехали в автобусе. И Есенгул говорит, нужно знать меру и нечего вам, девочки, пить. С эстрады ездили мы, Голубой Иссыкуль был, возглавлял ПАК, Николай Глебович ПАК, до Сахалина. Приехали на пароходом. Укачало. Я думала, все, уже кончилось. Всем нравилась эта очаровательная, худенькая девушка. И однажды Шейше Орозов, первый дирижер из национальных кадров и первый директор филармонии, сделал ей предложение. Свататься приходили ко мне. У нас был такой Тюменбаев, Шамши. Это он был комик, в драмтеатре Кирском работал. Потом Джергалбаев был министр. Вот какой министр был, чего не знаю. Вот они пришли, сватались. Мама вначале не хотела. Он говорит, я знаю его жену, дети у него есть все. Он говорит, все равно я с ней жить не буду, потому что мы уже полгода не живем. У них нет взаимоотношений с его мамой. Потом я вышла. Он сказал, я забираю всех вас, детей ваших, и вас, мама говорит, и всех. И он забрал всех моих братьев, в этом отношении человеческое поступил. 8 лет мы жили с ним. Еще у меня сын второй был, Бек. Значит, Булат у меня старше, после меня через год родился Бек. И он заболел. Должна была я ехать, значит, какой-то юбилей был в погранзаставу на Рынске, Тяньшань. И он у меня заболел, я не поехала. Я же говорю, нам только год давали сидеть с ребенком. Вот. И он заболел грипп, вначале у него был, и потом менингит превратился, осложнение. Я лежала целый месяц с ним, и мой сын умер. Хороший мальчик был, остался с Булатом. А мне все время Мусабаетов говорил, Галечка, говорит, ты не расстраивайся, опять Шейше Орозовича помирили там. Он опять ко мне приходит, говорит, я не могу там жить. А потом в конце, когда последний раз он пришел, я ему сказала, Шейше Орозович, я его на «вы» разговаривала, я говорю, нет, я больше с вами жить не буду, все. Тем более у меня только ребенок один остался. Аксакалы мне всегда говорили, ты молодая, отдай свои сына Шейше. У меня там одни девочки, а я однажды сказала, вот Буталив тоже мне говорил, отдай своего сына Шейше Орозовича туда, пускай. Я ему сказала, я говорю, мне хоть 10 будет сыновей, ни одного не отдам. Это мои дети. Угу. Второй муж Гульчахры Валиуллиной, Анатолий Пак, в те годы был одним из популярнейших певцов. Я пойду, покоя не найду, речи мне журчат, аларча, 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 край золотой, ты мне навек родной, ты сердце, а сердце рядом со мной. Он Пак учился в Москве. Он сам урожденец Красноярска. И когда вот выпуск там был, и он понравился нашему Садыкову, директору оперного театра, Джапар Садыковичу. И он его привез сюда, в Киргизию. Паком меньше жила, лет 5, наверное. Он такой был ухажёристый, ух, какой! Любил
в сторонку молодых. Вот идешь, и он прям заглядывает кругом, сюда заглядывает. Я ему говорила, когда ты со мной ходишь, не надо, ты иди прям. А когда меня нет с тобой, ты хоть на 180 градусов поворачивай меня. Потом его пригласили в Казахстан. Там у них ансамбль «Ариран». У них свой, там есть корейский театр, при корейском театре «Ариран», у них эстрадный коллектив. И Пака пригласили туда. Он уехал туда работать, а я не поехала, потому что я говорю, а что мне там делать? У меня мама здесь, мои дети здесь, внуки. А что я там буду делать? Тоже мне придется ездить, правильно? Только не с ансамблем, а Казахская филармония. И все вот на этом у нас и закончилось. После этого я думаю, зачем мне нужно? Когда иногда, а с чем надоели? Ты улыбайся бы? Или вот хотели спаться, я уж нет. И никогда больше не буду. Неля была моя дочь, и Джамиля внучка, это паковские. Это Неля поступила учиться, она вначале Куренкеева окончила, музыкальное училище. Да, моя дочь, пианистка. Потом, значит, пошла преподавать в Институт искусств. Бишеналиева сейчас, которую преподавала. Умерла она, погибла. Зять, и они погибли на Исакуле. Это уже сколько? Лет 20 прошло, как они погибли. Видите, как у меня судьба сложилась. Я скромная, не люблю так шиковать, одеваться там, все. Единственное, когда у меня был юбилей, 85 лет, мне внучка говорит, баба Гуля, давай мы тебя устроим в ресторане или в кафе каком-то хорошем, тебе 85 лет. Я Булат сказала, Булат, я говорю, узнай, как там. Вот он ходил и говорит, мама, так дорого. Я говорю, ну к черту. Лучше, я говорю, Джамиля, ты очень вкусно, хорошо готовишь, хозяйка хорошая, она хорошо готовила, у нее мама хорошо готовила. Я говорю, давай у тебя скромно будем сидеть. А то что в кафе? Я говорю, кто-нибудь выпьет из молодежи, знаете, копиком балдар. Еще скажут, вот, еще к тебе будет приставать. Это хорошо, скромно, хорошо провели. Артистка Гульчахра Валюлина. К сожалению, нет, я не знаю, нет. Да, когда-то что-то слышала, не помню. Не помните? А песни не помните? Да, вот песня, она певица какая-то такая, хороших, душевных. Таны. Ал эми биздин убагыбызда актриса болчу да. Ал киши аябай жакшыртачу эле. Эми андай кишилер унутулуп атат да чындыгында. Азыр бүт эле жаштар болду, оркестр менен эмне ырдап атат. Эми ошондой кишилерди унутпай, эскертип турса жакшы эле болот эле. Аябай жакшыртачу да киши. Кыргызча ырдачу, орусча ырдачу, ушундай ырдачу эле да. Уходит в вечность неизвестную артист. Другой по новой жизни ход раскрутит. И снова шар земной заполнят люди. В спиралях времени и пространства путь тернист. И в вечности очередной исписан лист.